Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменабадском музучилище ждут нового надзирателя. За жесткие порядки и тотальную коррумпированность школу искусств Либабского вилаята сравнивают с тюрьмой Абды-Шукур. Предыдущий директор ВИПа Бабеков вселил надежду в преподавателей и студентов. Теперь они думали сосредоточиться на развитии художественных навыков, а не на взяточничестве, однако нашлись желающие подсидеть чересчур культурного руководителя, и вездесущее Министерство национальной безопасности помогло его выдавить. В данный момент школа находится в ожидании, дадут ли нормальную замену или должность займет один из интриганов. Источник внутри страны рассказал Туркмен Ньюс о перипетиях в руководящем звене специальной школы искусств Либабского вилаята. Школа, которой в следующем году исполняется 50 лет, изначально готовила музыкантов. Отделения хореографии, скульптуры и живописи открылись позже. Многие до сих пор по привычке называют школу музучилищем. Среди выпускников музыкального отделения артисты с международным признанием, например, композитор Марал Якшиева, а также народные и заслуженные артисты Туркменистана. Один из народных артистов, правда не выпускник, а руководитель, придал школе особую, в кавычках, славу. Это хормейстер и бывший директор Бяшим Бердыев, при котором Туркменабадскую школу стали сравнивать с расположенной в том же городе тюрьмой Абды-Шукур. Как сообщает источник Туркмен Ньюс, причина в том, что Бердыев и его помощники измывались над преподавателями и учащимися. Они изобрели бесчетное число способов содрать с них деньги. Начиналось все с поступления в училище, за которое приходилось платить $1500. В августе прошлого года забрезжила надежда. На пост директора назначили ВИПа Бабекова, бывшего директора школы искусств Газычака, города в Либабском вилаяте. Бабекова описывают как принципиального и религиозного человека, который соблюдает намаз, не берет взяток и поддерживает доброжелательные отношения с коллективом. Но этот период продлился недолго. К Бабекову пришли из вездесущего МНБ и потребовали деньги за пребывание в должности за 23 и 24 годы. Директор отказался, но из-за давления и угроз вскоре уволился по собственному желанию, а в апреле нынешнего года перевелся обратно в Газачакскую школу. По данным источника Туркмен Ньюс, из МНБ к Бабекову решили прийти не просто так, а по наводке его так называемых коллег, все того же Бердыева и его соратника, который теперь сам метит на должность директора. Хотя новое назначение еще не произошло, они уже начали вести себя как полноправные хозяева или надзиратели школы. Другие работники и студенты продолжают надеяться, что следующий директор, будь он из Ашхабада или Либабского вилаята, все же окажется достойным человеком, как и Бабеков. При Бердыеве же или его приближенных в школе искусств правят коррупция и тирания, а культура только разыгрывается. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.